Как и полагается, большую часть участников Курултая с говорящим названием «Конституционная реформа. Веление времени» составили представители разных регионов страны. Преимущественно люди старшего возраста. Организаторы мероприятия предложили создать отдельный новый орган Курултай, где будут представлены люди со всех регионов республики. Я представляю здесь Сокулукский район. Главная цель мероприятия – вытащить страну из бездны, показать обществу новый путь развития, воодушевить граждан на новые идеи. Источник власти – это народ. В парламенте должно быть намного меньше депутатов. Самое оптимальное количество – 70, а может еще меньше. Правительство, президент и этот парламент должны держать отчет перед Курултаем. Если Курултай признает их работу неудовлетворительной, то все они должны уйти в отставку. Мы, участники Курултая, предлагаем не вносить изменения в существующую Конституцию. Мы за идею создания нового свода законов на основе патриотической идеи, опираясь на мудрость наших предков. И в случае создания Конституционного совета со стороны Курултая будет представлен человек, который войдет в этот совет. В своем докладе бывший зампредседателя ГКМБ Марат Иманкулов озвучил новую концепцию Конституции, предложенную Курултаем, где главным изменением должно быть то, чтобы власть стала подконтрольна народу. Мы установим народную власть здесь. Власть, которая не только народ будет источником власти, но и народ, чтобы стал хозяином этой власти. Чтобы создать такие механизмы государственной системы управления, чтобы вот такие коррупционеры, из криминальной среды люди вообще не могли пробраться к властным структурам. Если мы такую систему проведем, конституционную реформу, и добьемся установления такой системы государственного управления, вот тогда мы можем назвать, что события начала октября действительно истинно были революционными. От имени исполняющего обязанности президента, премьер-министра Садыра Джапарова, выступил Медет Бокоев. По его словам, Садыр Джапаров полностью поддерживает идею создания Курултая как отдельного органа. В связи с приходом руководства нашей республики премьер-министром, исполняющего обязанности президента Кыргызской республики Садыр Нуркожаевича Джапарова, этот вопрос актуален, очень своевременно поднят. Я думаю, по вере его словам, через народный референдум этот вопрос ведется. Наш основной закон в Конституцию Кыргызской республики. Напомним, предложение узаконить Народный Курултай высказывали в стране и ранее. В начале этого года были озвучены идеи и подчеркнуто, что Курултай должен созываться главой государства и проводить его нужно не реже одного раза в год. Улан Касьянов, Азамат Кадыр Токтоев, Ала-То 24.